Берег левый, берег правый, что-то ветхо переправа. Как будут устранять проблему в Икажеве? Школа мастеров. На базе Центра культурного развития открылась республиканская студия творчества. По заветам отцов во второй школе в Барсуки показали спектакль Мурада Галаева. Здравствуйте, это новости 24. Ветхие мосты в Икажеве. Вот что беспокоит больше всего местных жителей. Волнуются за себя и своих детей, которые ежедневно вынуждены на авось добираться до школы. Ситуация усугубляется при непогоде, грязь размывает тротуары, а это еще один прецедент – угроза ДТП. Кто и когда займется решением проблемы, разбиралась Диана Дударова. Последние 20 лет после аншлахты. Мост в плачевном состоянии. Это видеообращение жителя Икажева с просьбой обратить внимание властей региона на проблему села появилось на этой неделе во многих новостных пабликах в соцсетях. Трудности пересечения моста на улице Жабагиева появились и давно. Об этом свидетельствуют отзывы и других пользователей. Разделили крик души автора и поддержали обращение десятки других жителей. Здесь же поделились своими историями. Я 11 лет по этому мосту в школу ходила. Каждый день с ужасом, замиранием сердца переходили этот мост. В одно время произошла авария. Половину бордюра снесли. Приходилось на дорогу выходить, чтобы перейти кусок, где нет бордюра. Очень тяжело было добираться до школы. Я помню, как девочка из младших классов сорвалась и повисла на этом мосту. К счастью, подоспевший мужчина спас ее. Эти комментаторы оканчивали школу еще в нулевые. Ну а мост пересекает уже новое поколение школьников. Дождя и слякоти, конечно, сегодня здесь нет, но картина с 2000-х годов практически не изменилась. Назвать это тротуаром для пешеходов, конечно, сложно. Мало того, что проход узкий, так и все ограждение ветхое и почти развалившееся. Впрочем, как и сам мост. Построен мост более 50 лет назад. Местные жители делятся. В холодную погоду особенно тяжело добираться до пункта назначения. Грязное месиво просто смывает тротуар. Здесь же рядом расположена мечеть. Нередки случаи, когда дом Всевышнего приходится переступать в запачканной слякотью и лужами одежде. Также мост нуждается в расширении. Количество машин со дня его постройки увеличилось. Вместе с этим и случаи ДТП. В общем, узкая проезжая часть, аварийный мост и неблагоустроенная прилегающая территория. Картина центральных улиц одного из самых больших сел по численности и площади республики. Местный муниципалитет средствами на такие масштабные реконструкции не располагает. Представители администрации заявили, еще несколько лет назад поднимали этот вопрос на республиканском уровне. Приезжала рабочая группа с правительства, проводили экспертизу. Однако проблема до сих пор остается незакрытой, а документального заключения проведенной проверки никто не видел. Без него и Ингуш-Автодор не может провести ремонт дороги. Эти мосты, они республиканского значения, можно сказать, даже федерального значения мосты. Здесь мы можем только обращаться, администрация может только обращаться, чтобы сделали мост или там провели экспертизу, насколько мост соответствует. Мы можем только со своей стороны обратиться. Мы и обращались раньше. Обращались, они приезжали, посмотрели, составляли акт. Тогда еще они говорили, что будут его реконструировать, этот мост. Но когда, что нам не говорят. Остается надеяться, что эту проблему будут вновь выносить на республиканский уровень. И жители дождутся реконструкции, прежде чем появятся новые пострадавшие от ветхих сооружений. В Икажево протекает еще одна река – Сунжа. Здесь же сложная ситуация с еще одним ветхим мостом. Проблемы, конечно, схожи с предыдущими. Переживания за безопасность школьников, которые вынуждены пересечь его, добираясь до школы. Слякоть, грязь, узкая проезжая часть. Жители делятся. Тревожно наблюдать, когда его переезжает тяжелая техника. Каждый год хатмалвин поча хатвин чана, ертуада дияхаш, да иха узмалва поча. Ханди туада дияхаш. Ах ертуадури уз алюрты сурхоты узол дачак бя даму хинах.
Жалобы вполне обоснованы, ведь построен мост еще в 60-е годы. Свое отслужил. Однако в этом случае можно порадовать местных жителей доброй вестью. Проблемой на участке автомобильной дороги трассы Кавказ и Кажево-Сурхаки занялись вплотную. Ингушавтодор уже подготовил проектно-сметную документацию. Сейчас она находится в госэкспертизе. После подтверждения всех заключений незамедлительно планируют приступить к реконструкции. Учитывая высокую интенсивность на этом участке дороги и то, что мост построен, не могу сейчас утверждать в каком году, мост пришел уже, как говорится, в непригодность. Он не отвечает ни по каким параметрам, не соответствует проектируемого мостового сооружения. Это будет проезжая часть 11,5 метров, 2 полосы по 3,75, по 2 метра будет полоса укрепления, полоса безопасности. Ну и будут пешеходные переходы, пешеходные дорожки с обоих сторон. Проблемы здесь не только на самом мосту, но и за его пределами. Нет тротуаров для пешеходов на одной стороне, на другой их практически не осталось из-за машин, заезжающих на заправочные станции, которые расположились в жилом массиве. Местная администрация заявляет, вопрос благоустройства не останется без внимания. Если будут делать реконструкцию, тут придется делать тротуар, начиная оттуда. Тут дети ходят в школу. И отбойники, или как, не знаю, специалисты там, чтобы не загрязняли пешехода, тут надо будет установить эти отбойники или как-то они, чтобы могли дети проходить по этому мосту. В общем, конкретными сроками работ сейчас местных жителей порадовать не могут. Формальности таких процедур, как известно, требуют времени. Ну а пока придется запастись терпением и переходить мосты осторожно, особенно в дождливую погоду. Диана Дударова, Джамалейл Тамасханов. Новости 24. Президент согласился с прозвучавшим на встрече с ивановской общественностью предложением вернуть в Конституцию норму о роли человека труда. Это будет отражать роль труда в нашем обществе. У понятия сейчас другое содержание, но человек труда стоит в основе процветания любого государства. И отметить это в основном законе совершенно необходимо, отметил Владимир Путин. Новорожденную Сабию Нальгиеву перевезли в клинику Боткина на отделение неотложной кардиологии. У девочки порог сердца, нужна срочная операция. Материальную помощь оказали в Ассоциации благотворительных фондов. Жаридат Халухоева расскажет об этом подробно. Транспозиция магистральной формы. Этот ужасный диагноз прозвучал для Марем Наурбиевой вслед за радостной новостью о рождении девочки. Ситуация, когда аорта и легочная артерия полностью переместились и поменялись местами. При этом остальные отделы сердца функционируют нормально и не имеют пороков. Она дышать сама не может. Как она родилась, вот она под аппаратом искусственного дыхания, понимаете? Поэтому пока ей эти аорты все это не переставят, не сделают сложнейшую операцию, сдох халдяка, наверное, с дедезы докца. Дети, родившиеся с таким диагнозом, быстро впадают в критическое состояние и умирают, если не оказать им помощь с первых дней жизни. Благодаря быстрой реакции региональных врачей маленькая Сабия смогла дожить до своего 3-недельного возраста. Но чтобы поддерживать жизнь малышки, дальше возможностей местных медиков недостаточно. С каждым днем ей все труднее дышать. Необходимо срочное хирургическое вмешательство. В отчаянии Марем обратилась к полномочному по правам ребенка с просьбой вывести малышку в специализированную клинику. Проблему с документами и транспортировкой решили меньше, чем за сутки. Малышку перевозят на лечение в Москву, в клинику Боткина. Они одними из первых согласились принять Сабию. Врачи клиники Боткина уже готовы принять нашу малышку, и вся необходимая первая помощь будет ей оказана. В дальнейшем, пока ребенок не вылечится, мы будем контролировать, и всю необходимую помощь будет оказана девочке и матери. Отделение неотложной кардиологии является одним из старейших подразделений больницы. Помощь в перевозке и дальнейшем лечении ребенка оказали в Ассоциации благотворительных фондов Ингушетии. Сопровождать ребенка в поездке будет мама. Вчера экстренно к нам поступило обращение о помощи ребенку, что этого ребенка надо доставить в клинику Москвы. Вот, мы незамедлительно среагировали и выделили баланс с Ассоциацией благотворительной республики Ингушетия и помогли. Операцию Сабие должны сделать уже в эти дни. Ее результаты, как обещают медики, должны быть хорошими. Сегодня в стране сотни детей, перенесших данный диагноз, которые живут нормальной жизнью. Жаридат Халухоева, Дана Плиева, Новости 24.
В Карабулаке торжественно открыли военно-патриотический клуб «Штурм». Инициатором создания стал Урусхан Барханоев. Он удачно защитил свой проект на молодежном форуме «Машук» и был удостоен гранта. О целях и планах образовательного учреждения расскажет Хава Гагиева. Под звуки родного гимна официальное открытие военно-патриотического клуба «Штурм» состоялось. Сейчас это не просто кабинет для занятий, а целый штаб по формированию будущих героев. Урусхан Барханоев, которому и принадлежит идея создания клуба, ставил для себя цель повышения патриотического воспитания детей и подростков. Идея создания пришла не спонтанно. Мы поехали в Машук, выиграли грант на 200 тысяч. И от этих денег уже закупили все, макеты, автоматы, рюкзаки, бронежилеты, все это закупили. Сейчас будем обучать детей к военному ремеслу и рукопашному бою. Польза в том, что мы будем подготавливать детей к военному ремеслу. Подготовка к армии уже идет. После нас они уже в армию пойдут. К работе привлекли преподавателей физкультуры, рукопашного боя, основ военной службы и тактики выживания в условиях дикой природы. В клубе будут обучать также предметам военного медицинского дела, постигать вербальные знаки и отличительных знаков воинских званий. Сегодня у нас есть наглядно макет автомата Калашникова АК-47, потом, химзащита, потом тактические очки. Далее имитационные гранаты у нас, потом пневматические пистолеты Макаров. Чтобы люди, когда мы говорили конкретно о том или ином виде оружия, чтобы не то, что люди знали и понимали, а другое дело, они могли это все непосредственно сами ощутить, потрогать, разобрать, собрать. Рады сегодняшнему событию и родители. Родину нужно действительно любить и быть готовым при необходимости встать на ее защиту, считает Асиат Заурова. Женщина признается, что, прочитав на одном из интернет-порталов новость о том, что открывает клуб, сразу же решила туда записать своих сыновей. Сразу обрадовалась, мне так понравилось, и даже думала, уже, наверное, места не будет. Написала, я говорю, возьмете моего мальчика? Они говорят, да, говорят, приходите завтра. Ну вот все, мы тут же прибежали. Для меня это большое, я считаю, счастье, если у меня мальчик вырастет вот таким вот смелым, мужественным, решительным. Это большая польза для ребят. Вопросу патриотизма нужно прививать с раннего возраста. Полученные здесь знания и правильно данная установка станет прекрасной альтернативой пагубным привычкам. Пользу для себя, для своего здоровья провести время. Это раз. И во-вторых, на таком мероприятии в этот год у нас объявим год памяти жертв героев Великой Отечественной войны. И в рамках данной школы будут проходить и образовательные уроки о Великой Отечественной войне, что тоже плюс. Клуб открыли при поддержке администрации города Карабулак, горсовета, общественного совета. Наши ребята хорошо себя проявили. У них есть свидетельство на военно-патриотический клуб. Они сегодня маленький зал такой есть, у них на 20 учеников. Будут наши ребятишки с 14 до 18 лет обучать военному делу, чтобы наши ребята, уходя в армию, имели какое-то представление. Это только начало. Впереди большие планы на будущее. Очень скоро воспитанники будут готовы защищать честь клуба, а в дальнейшем и послужить родине, несмотря ни на какие трудности. Хава Гагиева, Джамалей Тамасханов, Новости 24. В Национальном институте восточных языков в Сорбонне во французской столице стартовали Дни ингушской культуры. В ходе мероприятия европейская публика познакомилась с богатой культурой народа, его историко-культурным и художественным наследием, также природными красотами региона. В состав делегации вошли представители Минкульта, студенты Государственного университета и мастера народного творчества. Гостям представили экспозиции декоративно-прикладного искусства и национального костюма. Познакомились с ингушской кухней. Блюда смогли отведать все желающие. Также в ходе поездки состоялся круглый стол ингушских студентов с участием профессорско-преподавательского института и университета Сорбонна, где говорилось о необходимости развития ингушского языка и культуры через публикации научных статей и презентации международного обмена между студентами. Школа мастеров. На базе Центра культурного развития открылась республиканская студия творчества. Занятия в кружках будут проводить для 2 возрастных групп – студентов, родителей и детей из малоимущих семей. Здесь можно освоить технику декупажа, кашпо, кожевенное дело, живопись. Так что кому что по душе. Репортаж Тамары Хашабульговой. Можно растянуть до сюда, либо ограничить где-то здесь. Все зависит от... Мы можем фантазировать, да? Да.
полет фантазии. Несколько штрихов, и вот на холсте вырисовываются заметные очертания лодки. Вывести идеальные линии живописной картины с первого раза у ребят вряд ли получится, но вот почувствовать себя художником можно уже сейчас. Амина Цычоева до последнего раздумывала, стоит ли записываться на кружок, но подруга убедила, что стоит. При должном упорстве даже у нее, будущего логиста, все получится, уверена Амина. Про мастер-класс я узнала через Инстаграм. Стало интересно, что будет преподавать, чему я смогу обучиться. Вот пришла первое занятие, пытаюсь что-то сделать. Главное, вот переходы пока не получается, постараюсь выучить. Если для Амины все это в новинку, то Рамзан Гандалоев пробовал себя в творчестве еще в детском саду. И вот спустя много лет он снова взялся за кисть, чтобы освоить рисование уже на профессиональном уровне. Я хотел научиться больше рисовать. Как я узнал, что тут открывается мастерская, я сразу решил записаться. Думаю, сейчас получается так, что я в будущем буду развиваться. Профессиональные преподаватели помогают развивать не только художественные способности. В школе мастеров можно найти занятия на любой вкус. Техника декупажа, кашпо, скраббукинга для самых терпеливых. Кожевенное дело для любителей чего-то более оригинального и сложного. И живопись, которая подойдет абсолютно всем. Кстати, сразу несколько кружков ведет сам руководитель мастерской Молытгири Бузуртанов. Творчество связано только как хобби, получается. Так занимался сам, учился сам всему, потому что места, как я уже говорил, не было. Приходилось ему учиться самому. Решил помочь ребятам, чтобы была возможность все-таки у них. Идея открыть такую школу возникла давно. Сначала это были занятия на базе клуба добрых людей, где мастер-классы проводили для детей из неблагополучных и малоимущих семей. Но Молытгири решил пойти дальше и открыть школу еще и для студентов. На базе этой школы мы будем проводить 6 направлений мероприятий. Но только как хобби, получается, так занимался сам, учился сам всему, потому что места, как я уже говорил, не было. Приходилось ему учиться самому. Решил помочь ребятам, чтобы была возможность все-таки у них. Впереди у руководства школы много планов. Совсем скоро здесь сформируют первые группы учеников, подобрав под каждого удобное для занятий время. Тамара Хшагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24. Ингушский боксер первого среднего веса Исмаил Илиев вернулся домой после противостояния с Магомедом Курбановым. Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Подробности встречи у Харуна Аздоева. 7 марта в городе Екатеринбург состоялся бой между ингушским мастером кожаной перчатки Исмаилом Илиевым и Магомедом Курбановым. Раздельным решением судей победа была присуждена оппоненту нашего боксера. Но, по мнению ряда экспертов бокса, это решение весьма и весьма сомнительно. Сейчас мы находимся в аэропорту Магаз, где с минуты на минуту должен приземлиться самолет с нашим спортсменом. Встречали Исмаила Илиева родственники, друзья, представители Федерации бокса Ингушетии. Для дебютировавшего на профессиональном ринге в апреле 2015 года Илиева прошедший бой был 15-м, а это поражение стало вторым в карьере. Соперники провели все отведенные 10 раундов. Наш боксер сделал ставку на постоянный прессинг и большое количество ударов, а его оппонент пытался действовать более экономно и точно. Во втором раунде Курбанов нанес серию ударов, один из которых пришелся по затылку. Это потрясло Илиева. Рефери, вместо того, чтобы вынести замечание екатеринбуржцу, отсчитал нокдаун нашему боксеру. Во время боя соперник нарушал много правил. Ему рефери, никто замечаний не давал. Он очень много бил по затылку. И он местный, на своей территории боксирует. Никто просто так победу не даст. Так получилось, что в итоге, как и ожидалось, ему отдали победу. На счету оппонента Исмаила беспроигрышная серия из 18 поединков, победу в 11 из которых он одержал нокаутом. В середине боя инициатива переходила от одного боксера к другому. В 7-м раунде Курбанов взял паузу, чем Илиев и воспользовался, и начал переламывать ход боя, донеся до цели множество точных ударов. Однако соперник ингушского боксера смог активизироваться, но на развитие успеха ему не хватило сил. Курбанов из бойцов, которые бьют хорошенько, да. Исмаил двигался, держали его на дистанции. За счет этого он выигрывал у него раунды. Да. Бой был почти раундный, если так со стороны смотреть. Если по раундам, так по профессиональному раунду считать, 6-4 раунда наши были. Победу можно было отдать нашему бойцу.
В заключительном раунде бойцы устроили настоящую рубку, в которой немного активнее и точнее был Илиев. Но, к сожалению, для ингушских болельщиков итогом этой яркой и зрелищной битвы стала победа соперника нашего спортсмена. Боксеры и раньше встречались. Илиев был спарринг-партнером Курбанова, помогая готовиться к боям. Поэтому Магомед не был удивлен тому, как ведет себя в ринге ингушский боксер. Как сказал в своем интервью после боя Курбанов, это был очень жесткий бой. Впервые у меня 3 сечки на голове. Обычно максимум синяк. По итогу я не был уверен на 100% в том, что победа моя, но я рад. Мой менеджер Хусейн Пузыртанов сейчас подал протест. Сейчас ждем результаты, что из этого получится. Во время боя чувствовал, что я выигрываю бой. Мне угол говорил, что я веду бой, что я выигрываю бой. Хочу опять вернуться сильнее, хочу исправить свои ошибки и снова стать на победный путь. После короткого отдыха Илиев возобновит тренировки и продолжит двигаться к пьедесталу. Вера в победу и поддержка болельщиков ему обеспечена. Харон Аздоев, Тамерлан Ужахов, Новости 24. Красивые обряды, богатые национальные обычаи, колоритный юмор, неосязаемая связь между поколениями. Все это есть в спектакле студии «Берт» «Дай Адатыш». «Дей Адатыш. Заветы отцов». Постановка Мурада Галаева посвящена 250-летию единения Ингушетии с Россией. Произведение уже оценили во 2-й Барсукинской школе. Постановка Мурада Галаева «Дей Адатыш» – это своего рода путешествие во времени. По сюжету Зарахмат, статный юноша 23 лет, втайне ходит к роднику на свидание к Зейбе, самой завидной невесте села. Завести тему женитьбы с матерью молодой человек все не решается. Но помочь Горемыке вызываются друзья. Получив благословение старших, мужчины отправляются на смотрины. Скромные девушки и гордые мужчины. Если горянки во время сватовства показывают свою воспитанность и пытливый ум, парни соревнуются в красноречии, юморе и притчах, приведенных к месту. Герой Вахи Хадзиева – Тамада, что называется руководитель процесса, который где надо и поддержит друзей, а где надо и успокоит. Самые красивые обычаи, самые красивое внутреннее духовное состояние, я думаю, будем опираться на самых лучших наших людей, парней, девушек. Этот, конечно, мне близок этот персонаж, потому что сам являюсь частью этого народа. Поэтому я хочу показать его самой красивой, самой хорошей стороны, самой правильной стороны. Это мне близко. Окунуться на время в далекое прошлое, в жизнь наших предков. Для этих школьников это не просто наивная мечта, а действительность. Творчество людей, в основе которых традиции народа, его вековые адаты, настоящее связующее звено между поколениями. Сочный колоритный язык и искрометный юмор никого не может оставить равнодушным. Лейле Муружевой только 12, но она частый зритель на театральных постановках. Вот и мимо спектакля «Дей Адатыш» пройти не смогла. Мне очень понравилось, как они показывали детям, маленьким и взрослым тоже, как наши отцы и прадеды соблюдали ингушские обычаи, традиции. Жизнь целого народа сквозь веху лет. Есть здесь место и шуткам, и прибауткам, и веселым танцам, и розыгрышам. Но в основе всего уважение между поколениями, между женщиной и мужчиной. Именно это и покоряет даже самого искушенного зрителя. Они показали нам про наши традиции, про обычаи, тот наряд, который носили наши предки. Все это, конечно, было для нас примером, для меня, для наших одноклассников. В современное время, когда богатству ингушских традиций в нашем обществе уделяется все меньше внимания, укрепить и сохранить знания адатов среди молодежи – настоящее дело принципа, чтобы подрастающее поколение не забывало свою культуру, какой она была и 250 лет назад, когда Ингушетия добровольно вошла в состав России. Поэтому поддерживать подростков в национальном духе стараются как сами артисты студии театра и кино «Берт», так и педагоги в школе. В целях празднования этого 250-летия мы и по всем классам проводили мероприятия и проводили открытые классные часы. Традиции как монолит этноса и культурного наследия определенного народа связывает как молодежь, так и взрослых людей, рассказывают деятели культуры. И справедливо замечают, горцы и горянки Ингушетии представляют собой грациозность и искренность не только на сцене, но и в жизни. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.
Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.